Я запись включил. И давайте поехали. Сначала разберем домашнее задание с Ариной. Так, сейчас подождите. Так, сейчас подождите, я быстренько загружу. Минутку, буквально минуту, сейчас чуть-чуть подождите. Вроде бы загружал, нет, правильно загружал, и вот, ага, все. Так. Все, да, вот. Сейчас, подождите, проверю еще раз. Угу. Вот домашнее задание с Ариной. Давайте еще раз разберем. Сначала домашнее задание, да? Посмотрим. Таңды мин иртен иртөк турам. Таңды мин иртен иртөк турам. Все правильно. Завтра я иртен иртөк. Очень рано турам встану. Менің үгренжилерім күстенчелер английский тілі үгренерге. Тут поправка должна быть так. Менің үгренжилерім, все правильно. Сейчас мы будем проходить аффикс принадлежности. Күстенчелер стараются. Английский тілні. Винительный падеж что должен быть, мы потом будем проходить. Английский тілні. И еще в хакасском языке прилагательные типа английский, они преображаются в форму английской. Вместо «и» в конце пишется «ай». Всегда. Американской, допустим, японской. Почему так принято, я не знаю, вот честно, вот, ну вот так принято. Английской. Тілні үгренерге. Менің үгренжилерім күстенчелер английской тілні үгренерге. Вот так будет правильно. Так, дальше. Киже мин полар шуртос үшін сағындым. Грамматически все выстроено правильно, но в хакасском языке, я так понимаю, вчера я думал о будущей жизни, да, или о будущем. Лучше сказать киллер шуртос үшін. Киже вчера, мин я, полар шуртос үшін, да. Лучше киллер. Киллер шуртос, то есть жизнь, которая придет. Думала о жизни, которая придет. В хакасском языке лучше так сказать. Киллер шуртос. Ну, знаете как, не еще, наверное, а киллер шуртос тыңар. Шуртос тыңар о жизни. Так лучше будет. Шуртос тыңар думала. Или сагнгам, да. Еще употребление, оно немного другое. Мы потом разбирать будем, надеюсь, на каких занятиях, на последующих. Но здесь лучше будет киже мин киллер шуртос тыңар сағынғым. Так будет лучше. Шуртос тыңар. Вот этот шуртос тыңар тоже мы будем проходить дальше. О жизни. Если я правильно понял идею. Вот идею предложения, да. Дальше. Пюин уже алдың айланыр. Грамматически все правильно. Единственное, тут орфография. Ал пишется с двумя а. Айланер. Тут все верно. Прай орта пюн. Уже это бабушка. Причем уже бабушка по отцовской линии. В хакасском языке разделяется уже или тайжем. Тайжем это бабушка по материнской линии. Давайте сейчас пропишу. Тайжем это бабушка по материнской линии. Бабушка по матери, так скажем, да. Тайжем, бабушка по матери, а ужем это бабушка по отцу. Ну, как правило. Дальше. Күннің сей мин тоғысқа маңзырапшам. Все грамматически, все правильно выстроено. Күннің сей, каждый день, мин тоғысқа, на работу, маңзырапшам. Тороплюсь. Проверта алғыспузын. И давайте теперь мы сейчас пройдем следующий класс аффиксов. Они очень важны. Этот класс аффиксов. Сейчас мы разберем их. Вот смотрите, в хакасском языке, давайте я еще вернусь еще назад, очень важно
правильно соотнести фразы с местоимениями. Да, вот тут видите мин, син, улар. И я еще раз обращаю внимание на аффиксы сказуемой формы. Если вы заучите и будете правильно употреблять, допустим, да, остальные аффиксы, они более простые, как мне кажется. Ну, допустим, аффиксы времен, да, аффиксы падежей, но они все связаны именно со сказуемой формой, вот аффиксами сказуемой формы. Вот эти вот аффиксы нужно вот заучить, да, вот, ну, очень, очень важно именно вот местоимение, да, и аффиксы сказуемой формы. Очень важно вот это. И теперь подобной же важности или такого же уровня часто встречаемых аффиксов, это вот как раз аффиксы, вот эти вот аффиксы принадлежности, вот сейчас мы будем разбирать их, да, вот эти вот, и существительные, которые склоняются по лицам. Очень часто эти выражения, они употребляются вот в хакасской речи. Давайте теперь будем их разбирать. Ну, проще говоря, вот этот аффикс, я их, ну, условно говорю, аффикс собственности. Мы всегда в жизни говорим, это мое, это твое, это ваше, да, твое, мое. Это очень важный аспект в нашей жизни, когда что-то кому-то принадлежит. Но в русском языке, если мы говорим, допустим, это моя книга, это твоя книга, это ваша книга, существительная книга, она не склоняется. Да, там не нужны вот дополнительные какие-то вот обозначения, да, склоняется только местоимение. В хакасском же языке требуются аффиксы для каждого местоимения. Вот, мы сейчас их будем разбирать. Каким образом это выстраивается? Ну, давайте сначала, как склоняется местоимение. Мин, минын, если мое, да. Но в хакасском языке родов нет, поэтому мой, моя, мое. Минын, син, синын, твой, да, твоя, твое. Ол, аның, аның. Дальше пистің, сірернің, оларның. Ну вот, пистің наше, сірернің ваше, оларның их. Ну и обязательно нужен некий объект, да, что мое. Миның, ну, допустим, возьмем, давайте детей. Миның палым. Палы, и требуется аффикс м. Если слово заканчивается на гласное, палы, требуется аффикс м. Если слово заканчивается на согласное, р, допустим, или хнс, тогда приписываем м, либо Но м приписываем, понятно, к твердой основе, м к мягкой. Ну, в русской лексике смотрим конечный последний слог ер. Компьютерим идет по мягкости, да, присоединение по мягкости. Ну и вот, нужно будет сказать миның палым, мой ребенок, да. Миның палым, это мой. По миның палым, это мой ребенок. По миның компьютерим, это мой компьютер. По миның хнызым, это моя любовь, да. Синің, синің палың, уже звук н требуется, да. В первом случае во втором случае синің палың. Синің кізің, кізі человек, твой человек. Синің компьютерің, хнызың, книгың, ну и так далее, да. Ол, аның, третье лицо. Аның палызын, палызы. Аның кізізі, по мягкости рассматриваем, да. Компьютеры, хнызы. Дальше пістің палы біз, кізі біз. Пістің палы біз, пістің кізі біз. Пістің компьютеры біз, хнызы біз. Смотрите, вот если заканчивается на гласное, присоединяется біз, біз. Если на согласное, да, присоединяется вот ибис, ыбыс. Дальше сірернің палыңар, кізіңер, компьютеринер, хнызыңар. Опять тот же случай, на гласное присоединяется нгарнер, на согласное присоединяется инер, ынгар. Да? Вот. И последнее оларның палызы, кізізі и компьютеры, хнызы. Вот тут на гласную з, на согласное и.
И вот, конечно, теперь основная задача заучить, вот, ну, понятно теперь, вот этот, да, класс местоимений. Миның, синің, аның, пестің, сірернің, оларның. Их надо будет заучить. Ну и понятно, теперь мы пристегиваем к ним существительные. Ну, вот надо будет заучить вот эти вот формы, да. Ну и возьмем случай, вот, какие же вопросы можно задать. Ну, опять же, из этих примеров. По миның киндем ме. Кинде книга, да. По миның киндем ме. Это моя книга. По синің палың ме. Видите, вот на сонорное прибавляем ма. Помните вопросы ма, ме, ба, бе, па, пе. Да, вот вопросы. Это твой ребенок. По синің палың ма. Это твой ребенок. По аның палызы бе. Это его ребенок, это ее ребенок. По аның палызы бе. Или по Саринының палызы бе. Это ребенок Сарины. Так, пістің остановка біз бе. По пістің остановка біз бе. Это наша остановка. Так, сірер. По сірернің киндеңер бе. По сірернің киндеңер бе. Это ваша книга. По сірернің сөбіреңер бе. Сөбірі это семья. Это ваша семья. По оларның палызы бе. Это их ребенок. Ну и в общем, это небольшой класс вопросов, ну вот по аналогии, да. Самое важное запомнить, конечно, вот эту вот связку. И эта связка, она очень часто встречается, и очень много предложений связано именно вот с этой аналогией. Вот задача теперь, ну вот в домашнем задании надо будет к этим местоимениям, давайте вы пропишите свои существительные, которые мы проходили вот в предыдущих уроках. Прямо вот по каждому местоимению где-то по 5, по 6 фраз существительных можно прописать. Ну, можно глагол употребить, допустим, да, но лучше для запоминания пока только вот эти вот простые фразы, чтобы отложилось. Так, вот на сегодня, может быть, бы очень коротко у нас получится, да. Давайте мы тогда что сделаем? Давайте мы, наверное, повторим предыдущий урок, да, еще раз. Вот по этим формам, вот я хочу спросить, здесь вам все понятно, вот по аффиксам сказуемой формы? Вы ориентируетесь уже, да? Допустим, мин парырбын, килербын, но имейте в виду, это же ведь к глаголам присоединяется, да? Көрерзіңме, будешь ли смотреть, или көрербіз, парырбыз, да. Вот, прошу прощения, я вот здесь не досказал следующую особенность. Вот смотрите, если мы, допустим, уберем, да, и не будем употреблять местоимения, но оставим лишь существительные, то, скажем, палым, по этим аффиксам будет понятно, что это все равно миның. Не обязательно говорить миның палым, можно сказать палым. Это значит мой ребенок. А если скажете палым, понятно, что речь идет о сином, да. То есть это как бы на автомате. И вот эти вот аффиксы, они четко коррелируются именно вот по этой схеме, да. Вот это вот относится только ко второму лицу. Эти аффиксы относятся только к третьему лицу. Эти аффиксы относятся только вот к первому лицу от множественного числа, да. Они четко коррелируются. Вот, допустим, я скажу, да, ручка быс. Ручка быс. Понятно, что пстың. Ручка быс. Это наша ручка, да. Или статья ларбыс. Статья ларбыс. Наша статья. Да, наши статьи. Пстың статья ларбыс. А если скажу нымақтарыңар. Нымақ это сказка. Нымақтарыңар. Хайдық. Как, да. Получится, что ваше. Сірернің нымақтарыңар. И иначе говоря, вот только по этим аффиксам
будет понятно, в каком лице какие местоимения вот из этого ряда употребляются. Вот именно вот по этим аффиксам. Вот эту особенность я забыл вот давче сказать. И это очень четко говорит о том, что компьютерем это всегда миним. Если компьютеринер, это всегда ваше. Если, допустим, библиотека з, это всегда либо вот этого аның библиотека з, либо вот это аның библиотека з, либо оларның библиотека з. Одно из двух. Вот, да. Ну вот такие особенности употребления аффиксов вот тартылгы падеж или аффикса собственности, я условно так обозвал, грубо говоря, да. Нын, тын, тын, надо их запомнить, вот они. Это или в грамматике выделяется как тартылгы падеж, притяжательный падеж. Слово тарт притягивай, тарт притягивает, тартылга притяжательный или тянущий падеж, да, пристегивающий падеж, в общем, падеж принадлежности. Ну вот сегодня, может быть, так очень коротко у нас получилось, да. Ну как бы пока, честно сказать, мне не хочется отвлекаться на другие темы. Надо будет запомнить вот сегодня пока только это, вот сегодняшняя тема. И, в общем, давайте так, домашнее задание. Ну, было бы хорошо, если бы к завтрашнему дню вы вот эти вот примеры дали. И завтра мы разберем, и послезавтра будем уже разбирать другие падежные аффиксы, а завтра бы мы повторили бы вот эти примеры. Так, суруглар парба. Так, хайтпас дословно как переводится? Хайтпас. Хайтпас переводится, ну, ничего страшного, да ладно, примерно так. Хайтпас, ничего страшного. Так, ну вот пока вот суруглар шух полза, ну, на сегодня пока коротко все. Алгыс ползан, если что, пересмотрите видео, допустим, да, вот по примерам употребления. Но домашнее задание, в общем, вам надо будет по этим местоимениям прописать свои существительные, свои. Но аффикс употребить вот из этого ряда. Вот сюда, вот так вот, да. Вот таким образом. И так далее. Чем алгыс ползын паза тугас хынжы тугас шабыз таңды сик сутсты. Че аным жоқтыр паза тугас хынжы.